Магический дневник таролога. Сегодня у нас 14 августа 2021 года. Я решила, что нужно заполнить некоторые места этого дневника нашего. Здесь у меня все знания мои, все наработки. Воспользоваться дневником нужно обязательно. Ведь у меня есть история из жизни нашей Натальи, которая ко мне обратилась не просто так. Она обратилась со своей проблемой. И эта проблема, к сожалению, очень частая у многих-многих людей. Наталья рассказала мне историю о том, что у нее замечательный брак, который длится уже 12 лет. И когда-то в этом браке, как ей кажется, была любовь, были романтические отношения. Все было прекрасно. Они с мужем Сергеем родили 2 детей, мальчика и девочку. Оба работают. Наталья бухгалтер, а ее муж Сергей работает в автосервисе. Он чинит автомобили. Достаток средний. День за днем, час за часом Наталья считает, что их отношения пришли к нулю. Почему? Потому что в отношениях никакой романтики не осталось. К сожалению, Сергей все меньше и меньше с каждым днем делал для нее что бы то ни было. И, соответственно, Наталья начала на него обижаться. Никаких подарков, знаков внимания без повода. Все только по праздникам, и то не всегда. Дом, работа, каждый день рутина. Уборка, стирка и готовка сделали свое дело. Я спросила, а как обычно ведет себя Сергей, допустим, в будние дни? Он утром встает, идет на работу, так же, как и Наталья. А вечером, когда приходит с работы в 8 часов, сразу же кушает и ложится на диван, смотрит телевизор и ничего не хочет. Часто он зависает в телефоне, листая Инстаграм или шарясь ВКонтакте. И он не замечает ни свою семью, ни своих детей, ни Наталью, ни дочь, ни сына, никого. Его не интересует абсолютно ничего. Я спросила, ходите ли вы куда-то с ним в выходные. Пробовала Наталья с ним ходить в выходные, но ничего не происходит. То есть, во-первых, сам Сергей не меняется, во-вторых, вытащить его куда бы то ни было очень-очень сложно. Не всегда-то он согласен, а скорее в выходные он хочет просто лежать. Ну не заболел ли ее муж? Может быть, но она не видит в нем никаких болезней. Она ничего этого не видит. Она видит только, что он стал абсолютно безразличным. И день за днем их отношения все угасли. Любит ли она его, она тоже уже не знает. Вот такая история. Это история многих-многих людей. Я Наталье об этом сказала. Говорю, Наташа, а ты знаешь, что у многих людей такая история? Знаю, но я так больше жить не могу и не хочу. Неужели мне придется разводиться и лишать детей отца? Ну что ж, давайте возьмем и составим схему. Составлю-ка я схему для Наташи. Какие у нас будут вопросы для нее в раскладе, чтобы понять, а есть ли у Наташи вообще хоть какой-то выход из этой ситуации. Или правда придется разводиться и искать нового человека. Расклад. Муж. Как же мы его назовем? Отшельник. Муж-отшельник. Расклад муж-отшельник. Почему отшельник? Вы знаете, вот эта карта, она показывает, что на самом деле человек может быть в отношениях, но он чувствует себя одиноким. Ему все безразлично, он ничего не делает для окружающих. Не потому, что он эгоист, а он не делает ничего и для себя. Ему просто ничего не хочется и ничего больше не нужно. День за днем он просто прожигает свою жизнь. Поэтому муж-отшельник. Итак, а каков человек Сергей? Каков он как человек?
А какова она как человек? Это мы смотрим на сегодняшний день. Третий. Что же спросить у карт? Любит ли он ее? И любит ли она его? Почему отношения зашли в тупик? Как его расшевелить? Вы знаете, Наталья даже покупала сексуальное белье и пыталась своего мужа завлечь. Ничего из этого не вышло. Как бы она перед ним, извините, не кривлялась, мы даже про это с ней смеялись. Никакого эффекта это не дало. Он ее, можно сказать, как она считает, не заметил, не оценил это белье, не оценил эти какие-то перед ним зазывания. Вот как его расшевелить, да, такого человека? Интересный вопрос картам. Так, ну что я еще тут проработаю в таком раскладе? Будет ли он проявлять инициативу в будущем? Ну, я имею в виду самостоятельно. Что же я еще спрошу? Стоит ли разводиться? Что будет, если останутся вместе? Что будет, если пара сохранит отношения? Целых 9 вопросов я по Наталье составила. И по ее проблеме с Сергеем. Ну, надо теперь делать расклад, конечно же. Схема у меня тут. Надо ее как-то прижать нашими картами Таро. Люблю разные колоды. У меня их целая коллекция. И возьму для того, чтобы погадать Наталье, наши замечательные Таро русалок и дельфинов, или как они, Таро русалок просто, да, наверное, да. Вот. Mermaid Tarot. Таро русалок. Лиза Робертсон. И художник Джулия Дилан. Давно я эту колоду в руки не брала, на самом деле. Основана она на классике, более-менее. Ну, есть, конечно, свои отклонения. Покупала я ее на Алиэкспресс. Коробочка потертая, значит, раскладов я на ней на школе Таро Альвиен сделала кучу. Да. Красивая. Очень красивая колода, нравится мне. Но вот давно ее в ручки я не брала. Красивые сюжеты, русалочки. Вот какие русалочки. Ну, давай глянем, Наташа. Давай, Наташа, глянем. Что же там твой муж-то, почему он не шевелится? Как же ему помочь? Тупиковая ситуация нашего мужа-отшельника. Каков он как человек? Он 8 пентаклей. А она? Она король кубков. А вот так мы их поставим. Не по номерам. Это она, это он. Любит ли он ее? Туз жезлов. Любит ли она его? 4 мечей. Почему отношения зашли в тупик? 10 кубков. Как его расшевелить? Рыцарь пентаклей. Будет ли он проявлять инициативу в будущем? Паж пентаклей.
Стоит ли разводиться? Пятерка мечей. Что будет, если пара сохранит отношения? Двойка мечей. История набирает новые обороты. Так, возьмем наш дневничок таролога. Кладем и записываем. Проработка. Проработка. Расклады. Муж. Отшельник. Очень люблю проработки. Ну что ж, эту схему надо перенести в дневник. Для этого у меня есть вот такие наклеечки. Их на Озоне брала. В наклеечках у меня акция там была 652 рубля. Вот таких листов будет на 4 колоды Таро. То есть вся колода напечатана, все 78 карт в наклейках, 4 экземпляра. 4 по 78. Умножать не умею. Так. Переносим теперь наш расклад. Что у нас тут есть? Тут у нас есть он восьмерка, она король. Да? Начинаем переносить, конечно же. Начинаем переносить. Где наша восьмерочка? Вот она. Наша восьмерочка. Ой, аккуратненько надо, красиво, чтобы было. Может так сделать? Так, наверное, больше влезет, да? Больше влезет. Так. Король, 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 король. Она король, а он восьмерка. Она король, а он восьмерка. У него чувство тут с жезлов, а у нее четверка мечей. Вот уже, да, сразу контраст такой. Контраст, я вам скажу. Контраст. Навертела Наташа. Ох, навертела. Накрутила ситуацию, я бы сказала. Стала четверочкой мечей. Откуда бывает четверочка мечей? Да после троечки она бывает. Когда с реальностью человек столкнулся. С нелицеприятной. С правдой о ком-то. Со своим разочарованием. Почему отношения зашли в тупик? Вот наша схема, да, какая красивая получается. Как его расшевелить? Как его расшевелить? Рыцарь. Будет ли он шевелиться? Паш, да? Рыцарь Паш. Когда-то я читала, что рыцарь Пентаклей всегда в древние времена, когда вот только изобрели Таро, тайно гадали там, да, был самой несчастливой картой в колоде. Самой-самой несчастливой. Одной из самых ужасных карт. Его старались вытащить из этой колоды наравне с дьяволом. А вот карта смерть вообще, как несчастливая, никогда не фигурировала. Никогда. Пятерка мечей и двойка мечей, да, у нас. Не нравятся мне эти карты в этом раскладе. Когда пятерка и двойка вдруг появляются наши. Так, залезли-ка мы на слова наши, да, залезли. Давайте-ка отлепим и сделаем немножечко по-другому. А то так будет совсем некрасиво. Двоечка, вот она у нас, двоечка. Так.
Схемка-то готова. Это мы убираем. Ну как убираем? Они нам понадобятся, конечно. Мы их должны сложить в порядке. Потому что... Так, наверное, да? Сложим их в порядке. Потому что они нам понадобятся. Мы же на них смотреть будем. Так вот. Тут у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пошли вопросики. Первый вопросик. Каков он как человек? Ну, он как человек, у нас 8 пентаклей, это значит человек работящий и серьезный. По сути, тот, кто каким-то образом заботится о своей семье. Работящий, серьезный человек. Заботится о своей семье. Ему кажется, что он выполняет все свои обязанности. Восьмерка пентаклей. По сути, это тот, кто может считать себя живущим на максимуме, потому что, если так проанализировать, он же каждый день идет на работу, каждый день к 8 только с работы приходит. Энергии тратит наверняка на работу целую кучу. Плюс работает в автосервисе, это значит, что ему приходится там пахать, делать машины, физически трудиться, с мужиками общаться, много чего обсуждать за день. Конечно, он выматывается, скорее всего. Но мы здесь еще видим, если весь сюжет карты смотреть, так он человек добрый, открытый и отзывчивый, в принципе-то. И, по сути, простой, работяга. Нет вот в нем такого, чтобы он злой был, там, себе на уме, хотел изменять, был бы полигамным. То есть этого ничего же здесь не видно. Поэтому я так могу сказать, что этот человек довольно нормальный. А если ее посмотреть, она король кубков. Но она пытается думать, что вот она главная в этой семье. Ой, главная она. Наташ, ты главная. Какова она? Король кубков. Он считает себя главной. Выше мужа. Она муж. Причем это она проявляет все чувства в этих отношениях. Всех понимает. Причем ей же нужно и детей понять, и мужа понять, и сделать так, чтобы всем было хорошо. Но они друг друга стоят. Да, он не лидер, получается, он работяга, а она лидер. Она тот, кто за всеми тут следит, и всех понимает, и всех обихаживает. И ей кажется, что да, она делает гораздо больше. Но он сам по себе простой. То есть в нем нет какой-то злобы, хитрости, это уже плюс, То есть он не шельма какая-то, да. Туз жезлов, это его чувство.
Но он, видимо, что-то понял, что Наташа-то недовольна, да? У него импульс пошел. Страсть, импульс по отношению к ней, это однозначно. Карта показывает, что вот освещение здесь большой пещеры. И, конечно же, сам по себе тут жезлов фаллический символ. То есть у него есть к ней на самом деле влечение и страсть. Он понял, что отношения под угрозой. Хочет исправиться. Возможно, он не знает как. Ну вот, допустим, восьмерка пентаклей знает, как работать, а как отношения налаживать, не совсем. Может, немножко даже комплексует, разочарован в себе, но при этом туз жезлов, он же показывает здесь, что человек имеет импульс к другому человеку, интерес к другому человеку, ревность, страсть и желание как-то обновить отношения. То есть желание обновить отношения. Проработка пошла хорошо. А она вообще по чувствам четверка мечей. Ну, конечно, неудивительно, она погасла. То есть она не зря обратилась, ей хочется на стену кидаться. Она в полном пассивном состоянии льда находится. Ее душа заледенела, сердце заледенело по отношению к нему. Полностью он ее разочаровал. Он ее полностью разочаровал, она его разлюбила. И ей уже не хочется для него что-то делать. Ну, представьте, вы надели сексуальное белье перед мужиком, выделываетесь, а он такой, ну и ладно, иди сюда, моя хвостатая, там, да, хвостики, там, лисички, там кто-то наряжается, иди сюда. Как это, в Инстаграме же юмор есть по этому поводу. То есть она ему раз подарок подарила, 2 в путешествие позвала, 3 в кафе позвала, он такой пассивный, он ничего не хочет. Ну, может быть, ладно, схожу, выделывается, да? Что тебе от меня надо? У нас же все было и так нормально, что ты меня трогаешь? И все, она начала разочаровываться, она поняла, что безвыходное положение, только вот слишком долго длилась ситуация, и она превратилась в замороженную четверку мечей. Он сам, по сути, виноват, что довел до этого. Не надо было так долго затягивать свою безответность по отношению к ней. Ну и в чем тут, почему отношения-то зашли в тупик? Десятка кубков. Причем он ее любит, его же все устраивало все это время. А она не получала никакой романтики, отдачи, энергии, которая женской вот этой, да, которой женщине нужна от мужчины, энергия страсти, интереса к ней, подчеркивание ее каких-то достоинств, комплиментов. Ничего этого долго не получала, она погасла. То есть вся суть вообще этой ситуации поганой, да, в том, что она погасла, а он ее разочаровал, он-то не разочарован. Он до сих пор работает на благо семьи, думает, ну что, полежу я тут, да, после работы уставший. Буду амебой, вареным картофелем. Ну что, меня должны все прощать. И все, и она просто вся зачерствела. Десятка кубков из-за того, что это семья, в первую очередь, да, семейные отношения. Семейные отношения, хлопоты. Отношения переросли в быт.
То есть уже чувствуешь, что как будто со своими родителями живешь, вот как раньше, да? С мамой, с папой, если у вас вообще такое было. У кого-то не было, у кого-то с бабушкой, с дедушкой, или с мамой с одной, с мамой с отчимом и так далее. Ты в рутине находишься, у тебя нет никакой романтики, кто тебе там комплименты будет делать, кто за тобой будет ухаживать. Ты просто как бы в семье варишься, да, за всеми тут. Ну, ухаживаешь, кто-то тебе что-то помогает. Но это как ну, простые бытовые отношения, так выходит. Просто без всяких, так скажем, ну, без любви вот этой, да, романтической. Мы же привыкли, вот, допустим, строим отношения, влюбились, и, конечно, романтика, счастье, вот это будоражащее чувство внутри. А в семье же оно прекращается. То есть отношения переросли в быт, в рутину. В рутину, элементарная рутина. Каждый день одно и то же. Это засосало их обоих. Так, разбираемся. Как его расшевелить? Ну, тут подумать надо. Ей нужно подумать, Наташе-то нашей. То есть не просто так рыцарь-то Пентаклей выпал. Тут женщина как бы думает и пишет. Записки ведет, дневник какой-то ведет. И размышляет она, понимаете? Размышляет. Даже ты понимаешь, что она размышляет? И получается так, что как его расшевелить? Рыцарь Пентаклей. Сначала нужно составить план. Подумать. Ну и сразу же на фоне этого, да, какие мысли тут должны идти. Дополнять буду. Дополнять. А что подумать-то, что в этом плане? Должна дополнить. Вот она думает, но нельзя подключать эмоции. Вот так. Нельзя подключать эмоции. Он всегда рационально мыслить. Рационально. Он всегда мыслит рационально, да, этот рыцарь Пентаклей. Он никогда ни романтику, ни эмоции не подключает, он деловой человек. Тут по-деловому надо решать как-то, да? Как его расшевелить? Деловой подход. Рациональный подход. Первое. 8 кубков. Буква А. 8 кубков. Тут как идет? У людей романтическая встреча на берегу. Пляж, море, ночь. То есть ночное свидание у воды. Возможно, с ночевкой на берегу. Поездка. Условия не самые благоприятные. Зачем? Чтобы расшевелить человека. Неблагоприятные условия. Выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта. Это когда человек привык уже все время в автосервисе, в квартире. Он не знает, как себя вести даже, по сути, в походных условиях. И когда идешь ночью на берег, даже вот просто не ночуя там, не ставят палатку, да, а просто даже идешь ночью на берег, это уже для него может быть встряска. А если еще там поцеловаться, да? Ну, то есть интересная карта, да? Интересная. Так, следующее, что тут? Повешенный. Прокатимся на аттракционе.
Очень расшевеливает людей, очень. Допустим, чертово колесо, американские горки. Если не страшно, можно прыгнуть с парашютом. Очень расшевеливает. Впечатление будет визга, от мужика тем более тоже. Так, что еще? Пятерка пентаклей. Рассказать о своих проблемах. О своих душевных переживаниях. Без обвинений. Ну, еще можно одну посмотреть. Тройка пентаклей. Смена общества. Завести новых друзей. Попасть в другую компанию. Очень сильно расшевеливает тоже людей. Почему? Потому что он узнает вот от других людей что-то новое, интересное, захватывающее. То, что они делятся своим опытом, рассказывают что-то. Вот ему нужно побывать в новой компании. Либо у них старый круг друзей, либо этого круга вообще нет. Здесь нужен круг друзей, чтобы расшевелить энергии семьи. То есть 100% нужны разные новые впечатления. Вот я их все сейчас перечислила. Но без лишних эмоций. Почему я должна, почему это меня должны первую любить. Это все убираем. То есть человек явно, он восьмерка пентаклей, у него в душе туз жезлов, он все любит, он все, но он как мужчина, он не понимает, как ему надо. Ему никто не скажет, как ему надо действовать. Она как бы не говорила, он ее пока не слышит. И Наташе надо самой пока действовать вот именно этими методами, никакими другими. Именно такие методы нужны. 7-й вопрос у нас был. У меня же здесь схема. Будет ли он проявлять инициативу в будущем? Паж пентаклей. Однозначно да. То есть паж пентаклей, он не просто, он будет в восторге от того, что вот если предпринять вот эти все действия, вот эти все АБВГ, он будет в восторге. Прям в восторге. Он и вообще изменит отношения. Тут скорее, насколько Наташа изменит отношения. Вот мы не задали этот вопрос, но я сейчас посмотрю. Потому что он явно изменит отношения, он будет проявлять инициативу. То есть тут однозначное да. У него тут и радуга, и восторженный взгляд. Загорится мужчина, очень сильно загорится. Ну-ка проверю, Наташа-то будет загораться-то вообще. Ее-то воодушевят все эти изменения. Маг, да, однозначно. Однозначно. Ее тоже заведет это все то, что я перечислила. Так. Дальше. А стоит ли разводиться? Пятерка мечей. Ну, во-первых, сразу же нет. Она, если вот спрашивать ее, да или нет, карта нет. Но мы тут что еще видим? Полное поражение. На душе будет гадко. Наталья долго не найдет себе подходящего партнера.
Но если честно, по этой карте и муж будет мстить как-то. Муж может стать мстительным. Человека сколько ни обвиняй, он никогда не считает себя виноватым. Практически, редко бывает, чтобы он раскаивался, переделать так человека. Очень сложно, на моей практике редко такое бывает. И тут он просто будет тогда мстить. То есть мало давать денег, допустим, на содержание детей, вести себя похабно, плохо, и ему будет горько, он от этого будет себя чувствовать все хуже, хуже, хуже. И на ней отрываться будет, как-то гать, скандалить, там все что угодно может быть. Развод не выход здесь, это точно. И последний вопрос. Что будет, если пара сохранит отношения? Вот пока делала расклад, думала над этой двойкой мечей. И понимаю, что тут ребятки-то улыбаются. Они, вот один русалка, а другой мужик. Они тут на шпагах сражаются, но они улыбаются. У них просто дружеский поединок. Я это вижу как игры. Игры нахождения точек соприкосновения, даже я бы сказала. И когда людям и весело и интересно вместе. Никогда не упускаем сюжет на карте. Людям интересно вместе. И они будут будоражить чувства друг друга. Если же классический сюжет смотреть, что на карте есть человек с завязанными глазами, все-таки, обратить внимание на Уэйта, на классику, то могу сказать так, что иногда закрывать глаза на некоторые недостатки друг друга, уметь примиряться друг с другом. То есть здесь в любом случае нельзя отталкиваться в такой семье, вот где такое случилось, от того, что это тебя обязаны любить. Это вот он обязан вот это, он обязан вот это, я вот тут максимально все сделал, он мне не ответил, все, пошел. Нет, так нельзя. Он просто даже не понимает, почему, вот так все происходит. Поэтому тут можно оживить еще чувства, и по прогнозу так получается, что все будет хорошо. Если применить АБВГ, вот эти АБВГ. Такой разбор сегодня у меня на моем дневнике таролога. Обожаю его вести. У меня не первый, и очень мне нравится, конечно.